вами, и сегодня мы приготовим традиционное татарское блюдо. Это у нас блюдо подается, как обычно, на торжества, на юбилеи, на свадьбы. Я думаю, любая домохозяйка с этим справится, здесь ничего сложного нет. Чтобы получился килограмм чак-чака, идет 10 яиц, 50 грамм молока, 10 грамм сахарного песка, чуть-чуть соли и соды. Взбиваем яйца с молоком, сахаром и содой. Добавляем муку и замешиваем тесто. Вот такое тесто в итоге должно получиться. Смотрите, оно очень мягкое, эластичное. Попробуйте, пожалуйста, на ощупь, какое должно быть примерно тесто. Оно именно очень хорошо поддается раскатке в домашних условиях, девочки. Все убедились, что тесто действительно хорошее, мягкое, эластичное. Посыпается доска мукой и начинаем раскатывать тесто как на лапшу. Миллиметра 3-4 толщиной. Сейчас мы нарезаем наше тесто на тоненькие полосочки шириной 5 сантиметров. Эти полосочки мы нарезаем соломкой, как на лапшу. Можно я попробую? Это очень крупно. Это очень крупно. Вот так вот нормально. Потом вот это все наше произведение мы обжариваем во фритюре. Посмотрите, пожалуйста, что должно быть и как должно быть. Отличается от сладенького? Да. Лучше сладкий или вот такой вот? Такой? Соединяем 250 граммов меда и 150 граммов сахара. Доводим до кипения. Проверяем готовность. Капельку сиропа опускаем в холодную воду. Вот, видите, раз вот получился, он сразу закристаллизовался, он не растекается в воде. Сейчас мы заливаем наш полуфабрикат и деревянной лопаткой аккуратно очень мы начинаем перемешивать. На самом деле он очень хрупкий. Он очень хрупкий, но надо в то же время, чтобы мед не остыл, надо очень быстро это все сделать. Любую форму можно придать. Можно конусом, можно квадратиком, можно в виде книжки, можно просто сделать конвертиком. Горячим, еще горячий. Угу. Горячий, да, ведь? Угу. Но в то же время уже... Он теплый, но по вкусу точно такой же, как холодный. Да. Хрустящий, сладкий. Я думаю, такой как надо. Такой